Добрый день, Влад. Рад Добрый день. тебя приветствовать. Мы с тобой на «ты». Рад тебя приветствовать. Сейчас, Влад, можно говорить, где ты находишься? Сейчас я нахожусь в Вильнюсе. Так, Влад сейчас находится в Вильнюсе. Влад Шипицын. Вы его, некоторые мои подписчики его знаете. Так, человек известный в оппозиционных кругах, человек, который очень много делал для того, чтобы привлечь внимание к войне, которую развязала путинская Россия против Украины. Также могу сказать, что Влад Шипицын поддерживал всегда чеченцев и стоял на этой позиции. Короче говоря, Влад Шипицын это не симулятор, которых очень много в вашей Литве сейчас уже набралось, и не только в Литве, а во всей Европе. И не только русских, но и чеченцев там симулякров хватает, и не только в Литве, и по всей Европе. Поэтому в связи с чем я Влада давно просил выехать, несколько раз просил: Влад, выезжайте. Я тогда Влада не очень хорошо знал, и говорил: Влад, вы очень сильно рискуете. Но и я очень рад, Влад, что вы выехали. Очень жаль, что Ольгу Смирнову арестовали, вашу коллегу, вашу соратницу. И сейчас она находится, если я не ошибаюсь, в Крестах. И вот по этому поводу я бы хотел вас расспросить, чтобы вы нам рассказали, что случилось. И вот вы последний такой островок свободы, который был в России, в Санкт-Петербурге в частности, фактически уже перестал существовать. Вы последний, мне кажется, кто вот открыто, прямо называл вещи своими именами и не боялся это делать. Влад, вам слово. Когда задержали Ольгу и когда у вас начались проблемы? Расскажите, что случилось. Смотрите, проблемы, в общем-то, начались у всех, когда началось широкомасштабное вторжение в Украину. То есть 24 февраля это произошло что-то невообразимое, что-то совершенно шокирующее, когда начались эти бомбежки, непонятно зачем, непонятно для чего, убийство мирных жителей и так далее. Естественно, мы знали, что это будет, мы предполагали, что это будет. Еще в апреле 2021 года на акции «Стратегия-18» мы говорили о том, мы выступали против именно широкомасштабного вторжения. Именно тогда, в апреле 2021 года, началась концентрация российских войск вокруг украинских границ. И тогда же мы прямо сказали именно еще 18 апреля 2021 года, что в случае широкомасштабного вторжения России в Украину мы примем сторону Украины. Что мы и сделали. Соответственно, 23 февраля, за день до вторжения, вот у нас была акция, посвященная, кстати, годовщине депортации чеченского и ингушского народов у Соловецкого камня. И, в общем-то, мы все не в себе были. Ольга Смирнова что-то уже, все что-то предчувствовали. После этой акции, когда мы отдали дань памяти жертвам чеченской и ингушской депортации, мы провели первую антивоенную акцию, где четко сказали, что Украина, ты права, и вторжение не должно состояться. Через несколько часов началось вторжение, жизнь у всех перевернулась, как сказано, тысячи людей убиты, дома разрушены, миллионы людей ходят по всему миру без жилья, без работы, ну вот так вот. Значит, после 24 февраля практически ежедневно в Петербурге проходили акции антивоенные против широкомасштабного вторжения. Задержания были совершенно дикие, людям не давали разворачивать плакаты, просто всех кидали в автозак, каждый день примерно 200 тысяч человек. Мы несколько раз также выходили в других местах города, не только в центре, выходили в Мурино, в частности, выходили с плакатами против войны, против вторжения. Поскольку это было не в центре, нам удавалось меньше привлекать внимание полиции, больше привлекать внимание народа, соответственно, вести нашу просветительскую деятельность.
Затем 2 мая мы сделали такую символическую акцию на берегу Финского залива. Это сожжение буквы «Зи». Значит, сделали этот макет этой буквы «Зи», которая стала символом вторжения, символом рашизма. Обмотали ее колорадскими ленточками и сожгли. Это вызвало, значит, после видео этой акции появилось 4 мая на наших ресурсах. И мгновенно в тот же день было состряпано дело по статье 207.3. Это вот эта новая статья, которая была введена 4 марта в авральном порядке о распространении так называемых фейков о действиях российской армии, соответственно, в Украине. Ну, позиция российского руководства, скажем так, путинской кодлы, она известна, что украинцы начали бомбить сами себя 24 февраля, а русские войска просто пришли в гости посмотреть. Ну вот, любой, кто высказывается не в соответствии с этой позицией, соответственно, ему грозит, в зависимости от того, какую часть этой статьи пришьют, от 3 до 15 лет тюремного заключения. Итак, 5 мая в 8 утра одновременно ворвались к нам в квартиры ОМОН, СОБР, Центр следователи. Значит, было сказано, что заведено уголовное дело в отношении Ольги Смирновой за несколько постов в группе мирного сопротивления в сети ВКонтакте. А вот все остальные мы проходим как свидетели. Ну и перевернули все вверх дном, забрали там флаги, плакаты, потоптались на флаге Украины, как я уже раньше говорил, победили Украину в одной отдельно взятой квартире, сильно избили в том числе. Ну и затем был допрос, каждого попеременно допрашивали, отпустили где-то в самом конце дня уже. Вот это началось в 8 утра, закончилось в 8 вечера. Ну, в итоге Ольга Смирнова, поскольку она уже была подозреваема, мы заранее договаривались, что если кто-то против кого-то будет выдвинуто обвинение по этой статье, мы не будем отрицать, что мы это делали. Мы гордимся, что мы это делали, что мы выступали против войны и распространяли правду о действиях российской армии в Украине. И единственное, мы не считаем, что это преступление. Мы считаем, что мы делали благое дело. Вот это была позиция Ольги, это и моя позиция, это позиция тех остальных. Но, соответственно, нам вопросы ставили уже немножко по-другому, что мы как бы сдайте себя, сдайте Ольгу Смирнову и сдайте себя. Ну, соответственно, вот, например, протокол своего допроса я публично публиковал в канале «Мирное сопротивление» имени Елены Григорьевой в Телеграм. Каждый может с ним ознакомиться, с этой дикостью, какие-то там дикие совершенно вопросы в стиле Оруэлла, Кафки задавали. При вас, значит, соответственно, и ответы они от меня получали соответствующие. Вопрос, например, знаете ли вы, что в Украине идет специальная военная операция? Ответ: понятия не имею. Дальше я не стал добавлять, что я считаю, что это война и так далее. Какие вопросы, такие они получили ответы. После этого Ольга Смирнова была арестована. Там проблема была в том, что были групповые посты, но она ставила там свою подпись, ее никак брать было нельзя. То есть остальные были отпущены как свидетели, но нам дали понять, что если мы будем продолжать нашу активность, выходить на акции, выходить на улицы, то мы будем следующие. И поскольку я лично по своему характеру, по тому, что я делал в течение этих лет, я не мог бы оставаться дома, то передо мной стала дилемма либо садиться, скажем так, где-то рядом с Ольгой, либо уехать, просто бросить все и уехать. Я действительно не планировал никуда уезжать, потому что то, что было раньше, все эти административки, штрафы, там, краткосрочные аресты, задержания, это нормально, это цена, которую ты платишь в той тоталитарной системе, которую ты платишь за свободу высказывать свое мнение. Ее я был готов платить. Цену в 10 лет за
то, чтобы за свободу высказать свое мнение. Может быть, это какая-то слабость, я не знаю, может быть, нет. Я не готов платить, но я готов продолжать то, что я делал с каких-то иных позиций. Вот здесь, в частности, в Литве, продолжать делать то, продолжать разоблачать ложь этой войны, ложь, в частности, о действиях российских карателей, я их так называю, в Украине, российских агрессоров. Спасибо тебе, Влад, спасибо за все, что ты делал эти годы. Я свидетельствую, что ты это делал всегда, ты и твои товарищи, и Ольга Смирнова, которые делали это искренне, делали это несмотря ни на все угрозы, несмотря ни на какие угрозы, которые были. Я давно тебя, как ты помнишь, я тебя предупреждал, говорил, просил, выезжай, Влад, выезжай, не оставайтесь там. Но вот с усилением этой войны, можно сказать, широкомасштабной уже войны против Украины, хотя вы уже много лет, с начала, можно сказать, этой войны вы выступаете против войны в Украине. И по поводу Ольги, что ей сейчас светит? Какая часть вменена ей и что ей светит? Значит, смотрите, ей вменена часть вторая вот этой статьи 207.3. Из этой части второй пункты Б и Д. Пункт Б – это в составе группы, и причем это одно из двух дел, которое вот заведено именно по подпункту Б в составе группы, это против нее, и совсем недавно против админа телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. Но Ольга была первой, которой обвинили по этой. А он тоже пункт сидит? Да, он тоже сидит, он сидит в Москве, это его арестовали недавно уже, где-то пару недель назад, но Ольга была первой. Ольга уже сидит почти 2 месяца, да, и вот пункт Д – это по мотивам политической ненависти. То есть, значит, по мотивам политической ненависти к путинскому режиму. Ну, естественно, какие иные чувства может нормальный человек испытывать к этому режиму и к тому, что он делает в Украине, к тому, что он делал до этого в Ичкерии, в Грузии, в других местах. Нормальный человек может испытывать только ненависть к такому режиму, к тому, что он сделал и с другими народами, и с собственным народом. Ну, в общем, это преступление, испытывать ненависть, политическую ненависть к этому режиму. Так сколько Ольге светит по второй части, да, она получается? По второй части там от 5 до 10 лет. Ужас, ей светит. В ближайшее время, в связи с тем, что 2 месяца уже прошло, ожидается новый суд по продлению меры пресечения, вот где-то, наверное, на следующей неделе будет, и я думаю, там шансов нет, потому что вот именно по второй части этой статьи все, кто, они считают, политически ненавидят этот режим, их всех под стражу. Это и Ольга там, и еще 4 человека в Санкт-Петербурге, и Владимир Карамурза. И тоже все сидят? Да, Карамурза тоже сидит, я знаю. И ваши товарищи еще сидят, да? А можешь перечислить их имена? Значит, это Мария Пономаренко, журналистка, журналистка Русньюз, такой канал, такое независимое СМИ есть. Ее арестовали в Санкт-Петербурге, но сейчас этапировали в Барнаул. В Барнауле дело завели. В самом Санкт-Петербурге это Сашевская Александра Скочеленко. Ее арестовали за то, что она заменяла ценники в магазине «Перекресток». Значит, вместо ценников она, значит, вставила туда информацию о том, какие зверства совершает российская армия в Мариуполе и, соответственно, в других местах Украины вместо ценников. На нее там пожаловалась якобы какая-то покупательница или что-то такое. В общем, она сидит. Потом Виктория Петрова, не активистка, просто совершенно случайный человек, была менеджером, когда началась широкомасштабная война, она
возмутилась этим, стала публиковать тоже посты на своей странице ВКонтакте. Она сидит. Ее, кстати, арестовали сразу вслед за Ольгой. И Борис Романов, член партии «Яблоко», значит, его посадили за то, что 29 марта по завершении переговоров в Стамбуле между, соответственно, российской и украинской делегациями, он там высказался: ну вот, теперь война закончится, наступает мир. Вот за эту фразу. 5 человек, получается, посадили. Да, да. Это вот 5 человек в Петербурге. Мгм. И вот Владимир Карамурца, он в Москве. Да, Тоже он вот пораньше, по-моему, сел. Да. Потом сейчас еще в Калининграде против Посадили, активиста точнее. Игоря Барышникова завели уже второе дело. У него было сначала по первой части, теперь на него завели тоже по второй части, но он не сидит. Вот тех, кто сидит, я перечислил. Есть такой телеграм-канал «Черный февраль», там ведут статистику тех, кто всех дел, которые были заведены по этой статье. Ну и сейчас мемориал, правозащитный центр «Мемориал», который был создан как вместо разогнанного мемориала, вместо ликвидированного мемориала, он признал Ольгу политзаключенной, и Ольга в составе списка из 478 политзаключенных мемориала, которые были арестованы в связи с антивоенными акциями, вот 478 человек. Задержано было примерно 15,5 тысяч человек, арестованы по уголовным делам, не только по 207.3, но и по другим статьям, но именно вот за антивоенные протесты, это 478 человек. Парламентская ассамблея Совета Европы недавно приняла резолюцию, в которой потребовала немедленного освобождения всех этих 478 политзаключенных. Конечно же, можно бы сейчас удивляться тому, что сейчас происходит, но мы прекрасно знаем, как это к этому шло, как это развивалось. Очень много людей сидят, репрессии, они уже идут давно, и опять же, это то, что вы занимались этим делом, это вы просто ходили по лезвию ножа, и честь и хвала вам за то, что вы делали. И очень хорошо, что ты смог выехать, потому что в тюрьме ты ничего не смог бы делать, просто находиться у них как в качестве заложника. Здесь ты можешь... Да, и плодил бы политзаключенных. Да, и здесь же ты можешь свои знания, свой опыт, свое стремление, желание реализовать. И хорошо, что ты парень не молодой, поэтому хорошо, что выехал, и сидеть еще 10 лет в российской тюрьме, это, конечно же, очень-очень плохо и печально. Я вот, не относящийся к нашей сегодняшней теме разговора, вот ты несколько раз сказал про Телеграм, сказал про ВКонтакте, ты опытный оппозиционер, активист, и ты прекрасно знаешь, что очень много людей посадили из-за именно вот ВКонтакте, да, предоставляет ВКонтакте информацию, и на основании этого возбуждаются уголовные дела. Телеграм же, мы знаем, что это детище того же, кто изобрел этот ВКонтакте, ну, по крайней мере, лицо то же самое. Почему вы, русские оппозиционеры, пользуетесь ВКонтакте и Телеграме до сих пор? Ну, смотрите, вот наш паблик ВКонтакте, Демократический Петербург, мирное сопротивление, он был заблокирован Генпрокуратурой 21 марта. То есть вот те посты, да, заблокировали тогда бланкетное вот это вот решение, которое никто в глаза не видел, оно 24 февраля вышло, то есть уже заранее, как только широкомасштабное вторжение началось, так они выпустили это постановление, значит, чтобы блокировать там все неугодные паблики. И вот они продолжают блокировать. Была заблокирована и личная страница Ольги Смирновой, этот паблик, он был доступен через VPN, позднее он был заблокирован уже администраторами, чтобы он был недоступен и через VPN для обеспечения безопасности, в том числе остальных участников группы, которые
чтобы никого больше не привлекли, скажем так. Вот это так. То есть сейчас он недоступен ни так, ни так. Теперь Telegram. Почему используется Telegram? Потому что Telegram не блокируется. Смотрите, ВКонтакте, если что, какой-то паблик там вылезет, начнет там публиковать неугодные материалы, его тут же блокируют на территории Российской Федерации по решению Генпрокуратуры, там без суда и следствия и так далее, тут же блокируют. Facebook и Instagram были заблокированы 4 марта, были бланкетно заблокированы полностью и объявлены экстремистскими организациями. Вообще в России? Да, уровень бреда. Объявить социальную сеть экстремистской организацией. Вот до чего нужно экстремистов в Фейсбуке. Да. То есть все это такая экстремистская организация. И все хотят бедную Россию, что-то вот с ней делать. Вот весь Facebook. Миллиарды человек сидят в Фейсбуке и хотят уничтожить Россию. Вот это вот жуткое, я не знаю, как это, какая-то даже не параноидальная, как-то кататоничная. Чистая вода Оруэллщина. Да. А Telegram, они его пробовали блокировать в 2018 году, не удалось, все равно он существовал. И сейчас, если говорить о Российской Федерации, то Telegram сейчас это единственный по существу источник альтернативной информации. То есть именно поэтому вот приходится им пользоваться. Потому что, да, там есть разные каналы, и с начала широкомасштабного вторжения там и туда и пригожинцы эти пришли, и все эти деятели, боты, там, кремлеботы, путиноиды, они там создали кучу там различных своих каналов, естественно. Но вот это такая вот, скажем так, единственная, я бы сказал, струя, которая позволяет сохранять россиянам доступ к свободной информации. Вот поэтому пользуются, потому что больше нечем. Вот ответ. Ясно, спасибо. На самом деле, конечно же, это специально так и делается. Я еще был в Москве, я помню, лет 8 назад, когда они начали охоту на Telegram, якобы начали охоту на Telegram, и мне это было смешно, потому что такой был канал Live News, по-моему, он сейчас его уже нет, по-моему, раньше тогда был. Его уже давным-давно нет. Вот этот Live News рассказывал, как они не могут победить Telegram. И когда уже Live News о чем-то рекламирует и показывает, это уже было смешно. И мне казалось, что просто проводят тестирование и привлекают внимание к самому этому Телеграму. Но, видимо, специально загоняются в Telegram, ВКонтакте и другие социальные сети, мочатся для того, чтобы остались только Telegram и ВКонтакте, для того, чтобы можно было очень легко и удобно наблюдать, выявлять и сажать, как мы понимаем. И с этой точки зрения тоже. Да. Влад, сейчас ты находишься в Литве. Как у тебя сейчас положение? Получил ли ты политический статус? В какой стадии у тебя сейчас дело? И вообще, как у тебя дела? Сейчас я, соответственно, я прошел собеседование на границе. Было подано прошение на политическое убежище. Сейчас ожидаю, соответственно, решения. По времени сколько обещают? У нас просто в Германии это очень долго иногда занимает время, 1,5 года может занять, даже больше. Мне трудно сказать, но обычно судя по другим людям, другим активистам, которые получали политическое убежище в Литве, где-то они укладываются, в отношении политических активистов они укладываются в 6 месяцев. Есть много других, кто-то там вышел один раз с плакатом, уже, так сказать, сказал, что вот я такой борец и так далее. Есть экономические беженцы, есть разные ситуации.
Коммунисты тут есть даже, политическое убежище в Литве просят. Вот, значит, он выступает он против Путина, но он против Украины одновременно. Считает, что нужно Украину ликвидировать и так далее, восстановить Советский Союз. Ну вот в Литве просят политическое убежище. Это вот для Так меня скоро это и не... Литву будет просить ликвидировать. Да, для меня это непостижимо как. Вот ты это самое, ты хочешь восстановить Советский Союз, это значит, что ты и Литву хочешь ликвидировать. А зачем же ты приехал сюда просить убежище? То есть совершенно люди разные, так сказать. Ну, я не хочу загадывать относительно меня, по крайней мере, я могу сказать, что на границе, когда я сдавался на границе, я встретился с очень позитивным отношением, сочувственным отношением. И, в общем-то, Пока все нормально. пока все нормально. Ну, не считая некоторых проблем, связанных с банковскими переводами, карточками, неимением документов на руках, вот эти пока неудобности пока присутствуют, правильно? Ну да, конечно, ну, сейчас, когда вот разговариваешь с людьми, которые приехали сюда, большинство тех, кого я знаю, они приехали сюда до войны, они вот как-то не сталкивались с этими проблемами, которые возникли в результате санкций, когда совершенно невозможно как-то пользоваться карточками, там, заплатить, ну, перевести деньги и так далее. Вот. Ну, как говорится, мое отношение такое философское, но если надо это сделать, чтобы олигархи и путинская агентура не могли пользоваться, чтобы им поджать хвост, ну, я жаловаться не буду, ну Да, что же, готовы если... потерпеть, как говорится. Да, да. Кстати говоря, коммунисты, которые за то, чтобы ликвидировать Украину и там живут, просят политическое убежище в Литве, очень мне напоминают наших халифатчиков или шариатчиков, которые едут не в Афганистан, где полный шариат, а едут в Европу и отсюда начинают хаять всю эту Европу и демократию. Очень похоже, кстати. Нет, ну да, но вот этим коммунистам почему бы не поехать в Северную Корею? Вот, Ну, вот. Или этим поехать в Афганистан. Очень, кстати, похожие люди. Да, это даже и то, что вот как зеленые комиссары, как и красные комиссары, очень похожи по своим методам. Ну да, теперь же Талибан теперь, хоть и остается запрещенной организацией в России, террористической, но вот талибы спокойно, вот был этот Петербургский международный Да, да, к экономический вам форум, приезжали в Питер. без меня и талибы там, и террористы из Ордло, вот эти Пушилин там и так далее. Вот, то есть что-то, ну Литва уже, по-моему, признала Российскую Федерацию государством-террористом, а сейчас в Соединенных Штатах идет дискуссии, была предложена резолюция в Конгресс, чтобы признать Россию террористическим государством. Ну, реально, то, что вот опять сегодня мы видели, опять бомбежки Киева, погибла девочка, нет, девочка не погибла, девочка малолетняя ранена, лишилась отца, мать не могут найти. Ну вот кто этим может заниматься на протяжении 4 месяцев? Это только террористы, это реальные террористы. Да. И тем более, если уж они говорят, не объявил Путин войну, побоялся. Специальная военная операция. Так вот, специальные военные операции на территории чужих государств проводятся только с согласия правительств этих государств. Если это не война, а специальная военная операция и проводится без согласия правительства Украины, то по всем международным законам это есть акт международного государственного терроризма, за который путинское правительство, все поджигатели этой войны должны быть привлечены к ответственности только и именно как террористы. Абсолютно, полностью согласен, Влад, абсолютно. Можно называть как угодно, можно называть это подарками цветов Украине, а не там какой-нибудь военной специальной операцией. Но из-за этого войной быть не перестает то, что делает агрессивной войной, актом агрессии со стороны иностранного государства
вторгнувшегося в чужое иностранное государство. Абсолютно с тобой согласен. По-моему, даже в Женевской конвенции сказано, что неважно, как страна-агрессор это называет, Конечно. если это все равно является войной. Неважно, говорится, как хочешь, назови этот горшок, все равно он будет горшком. Совершенно По верно. факту. Да, абсолютно. Влад, и тогда я думаю, что когда был ты в Петербурге, я не так часто выходил с тобой на связь, потому что я реально ни с кем не ухожу в России на связь, потому что, ну, в первую очередь я беспокоюсь об их безопасности, о людях, которые со мной поддерживают связь, у них иногда возникают проблемы. И люди, которые находятся в России, конечно же, это люди, ну, под прицелом. Не имеют люди прав, элементарных прав, которые Конституция Российской Федерации гарантирует. Элементарных просто, самых первых и самых основных. Сейчас, я надеюсь, мы с тобой будем почаще выходить в эфир, привлекать к проблеме задержания твоих соратников, Ольги Смирнову, которую я тоже лично знаю. Я надеюсь, что мы с тобой будем побольше говорить и плодотворно в этом плане работать. Да, еще хотел бы сказать, что вот поддержку Ольги Смирновой, опять-таки, создан телеграм-канал, так и называется «Свободу Ольги Смирновой». Если кто-то хочет подробнее узнать, можно на него подписаться или даже не подписываясь, зайти прочитать все, что там. Я принципиально не закачиваю себе Телеграм, принципиально не захожу туда, потому что это российская социальная сеть, а я как бы своим всем подписчикам постоянно советую ни ВКонтакте, ни в Одноклассники, ни в Телеграм, ничего, куда может дотянуться лапа ФСБ, не заходить, не регистрироваться. Но при всем Нет, при этом... поэтому я говорю, что можно не подписываясь, просто зайти и посмотреть. Да, это очень хорошо, и надо будет еще, наверное, в Фейсбуке сделать такую же группу, чтобы тот, кто не пользуется Телеграмом, могли зайти и оставить, наверное, если есть возможность, какие-либо реквизиты, чтобы мы могли помогать Ольге и другим нашим вашим товарищам, которые остались сейчас в плену или требуется, им нужна юридическая какая-нибудь помощь адвоката, и для этого нужны будут какие-нибудь средства. Будем заниматься, другого выбора у нас нет. Хорошо, спасибо. Спасибо тебе, Влад. Еще раз рад, что ты выехал. Очень жаль, что не все смогли выехать, и будем надеяться, что все хорошо закончится, и путинский, вот этот фашистский режим не продержится так долго, там 5-10 лет, чтобы люди, которые сейчас сидят, тянули эти страшные большие сроки ни за что. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Все будет Ичкерия, слава Украине, свободу народам России. Спасибо большое. Слава Украине.